когда когда ребенок наиболее зависим от мамы, ну, по большому счету, скажем, дошкольного возраста, хотя на самом деле многие дети гораздо раньше становятся самостоятельными. Так вот, это очень короткое время. И что бы сейчас ни было, я сейчас в самом естественном своем счастливом периоде, которое ничто не может перебить, пока у меня ребенок на руках, под руками, и пока я его одеваю, обуваю, дальше будет видно. Но сейчас стопроцентное счастье. В любой ситуации, что бы ни случилось, все воспринимать с юмором. Ты пытаешься направить вектор на других, то есть думать о том же муже, то есть не думать, что он мне что-то не додал, а думать наоборот, что я могу дать ему, что я могу дать ребенку, что я могу дать соседке. Вот сегодня я утром встала, и сразу мысль такая, а что я могу дать? Вот эту бурю всяких эмоций, не поддаваться им, а слушать себя настоящего, что ты хочешь. Что есть вот этот момент, он есть только здесь и сейчас. Если ты же уже мама, значит нужно это делать. Конечно, это не всегда получается, это получается только если вокруг тебя любящие люди. И по возможности, конечно же, общаться с таким окружением, которое приветствует эту идею. И, естественно, поддержка мужа. То есть это такая работа, она методичная, очень долго со своим ближайшим окружением, как то с бабушками, с дедушками. Наблюдать за другими мамами, за другими семьями и завидовать им. Помнить, что за всеми трудностями всегда ждет нас какая-то победа, что за тучами всегда скрывается солнце. Оно, кстати, всегда есть за тучами. Меня это шокировало, когда я на самолете первый раз взлетела над тучами. Помнить об этом и делать вид, что уже солнце. Вот такой есть фантастический просто пример. Я где-то в интернете, по-моему, читала, что женщина, когда она беременная, она же не шибко страдает от того, что у нее там какие-то физические состояния трудные, потому что она знает, что она родит ребенка, да, поэтому, то есть она знает, что будет дальше, и это ее настолько радует, настолько заряжает. Заболел ребенок, не дай бог, или еще что-то, но я знаю, что солнце будет, и более того, это укрепит мою связь с ребенком, то, что я с ним сейчас вот больше времени на руках провожу, и улыбаться все время, общаться с теми мамами, которые улыбаются. Спасибо. Мы сегодня с вами составили энциклопедию счастья молодой мамы. Первый пункт звучит следующим образом. Всегда напоминать себе, что активное материнство проходит очень быстро, и нужно окунуться в это с головой, кушать счастье полной ложкой и не откладывать ничего на потом, для того, чтобы не потерять вот это ощущение, не лишить ребенка этого ощущения счастья, которым он может напитаться только в первые годы жизни. Все воспринимать с юмором и улыбаться. В конфликтной ситуации, когда ты погружен и не можешь из этого выйти, думать не к себе, а от себя. Что я могу сделать, что хорошего в этой ситуации, что я могу сделать для другого. Помнить, что за трудностями всегда ждет победа, что за тучами всегда есть солнце. Оно никуда не делось, просто вы сейчас его не видите. И думать немножко наперед, что вот уже все произошло. Слушать себя настоящего, чего я на самом деле хочу, что я должен делать. Общаться с окружающими, которые держат тебя в положительном отношении к материнству и помогают тебе, а не только дают советы и говорят, как ты должен сделать с их точки зрения. Очень хорошо построить поддержку семьи так, чтобы они помогали тебе. Но это, конечно, уже делается, вероятно, с самого момента создания семьи, а не в тот момент, когда ребенок уже есть. И наблюдать за другими, дружить с теми, кто тебе нравится, завидовать им. И завидовать не в плане, пусть у них будет хуже, а, конечно, в плане, пусть у нас у всех будет еще лучше, чем есть сейчас.